Сегодня в гостях у Фарна Хабарта народный артист Республики Северная Осетия Аланя, заслуженный артист Абхазии, концертмейстер и артист государственного ансамбля «Алан» Аслан Шафтвалов. Аслан, сегодня вы стали гостем нашей студии не случайно. Сегодня у вас день рождения, юбилей, с чем мы вас и поздравляем. Примите наши поздравления и пожелания всего самого наилучшего. Спасибо большое. И, конечно, каждый человек в свой день рождения, особенно в юбилей, подводит итоги. Итоги 50-летнего рубежа, конечно, какие-то же есть. Готовится грандиозный концерт, который должен был представлен быть вот буквально в первых числах сентября. Ну, наверняка это все отменится, но он в любом случае состоится. Готовятся грандиозные номера, прям идут репетиции с артистами. Что еще? Я подхожу к завершению научной работы своей диссертации кандидатской, которую я посвятил творчеству нашего легендарного композитора, всеми любимого Феликса Шаловича Алборова. Я бы хотел, чтобы о нем узнал весь мир, потому что сегодня это все совершенно допустимо благодаря электронным нашим сетям. И, конечно же, не обойдется без грандиозного праздника, где соберутся все мои друзья. Вот, наверное, вот 50-летний юбилей, вот я пока подхожу с такими итогами. Я думаю, что нормально. Вы отличаетесь экспрессивной и непредсказуемой манерой игры на любимой всем нашим народам осетинской гармоники. И тем не менее вы передаете мелодичную красоту национальной музыки. Здесь, наверное, надо бы вспомнить первых педагогов. Основу-то они заложили. С удовольствием, конечно, их представлю. Начинал я наверное, в детской студии как-то при Доме культуры ФРЗ, тогда была там студия небольшая, и преподавала Зинаида Кадзева несколько лет. Потом успешно меня передала своему близкому человеку Эмме Хугаевой в музыкальную студию Дворца культуры металлургов. Эмма Хугаева меня готовила, Эмма Исламовна готовила меня уже в училище искусств. И в училище искусств, вот мой третий педагог, о котором я могу тоже долго говорить, это ученица Булата Газданова, Тамара Цурова, которая, вот, в общем-то, меня выпустила в свет. Аслан, с Аланом вы работаете на протяжении долгих лет. Это правда, что не каждый гармонист может аккомпанировать танцору? Ну, танцору это правда, да, потому что вот я знаю, что исполнители, которые больше времени уделяют гаммам, классике, они танцовщику, в общем-то, не справляются с этим талантом. Это, в общем-то, какой-то определенный талант. Меня, например, обучила этому искусству аккомпанемента хореографу великая Альбина Владимировна Баева, народная артистка России. Когда-то юный мальчишка, закончив училище искусств, Аслан Шафтвалов, то бишь, по распределению, в советские времена было распределение, я попадаю к ней в коллектив, в Северо-Осетинскую государственную филармонию, в ансамбль «Арт». И вот со словами, первые вот такие напутственные слова, которые, так, в общем-то, даже были жесткие слова. «Асланчик, мне не интересно, какое у тебя сегодня настроение, ты должен смотреть на ноги танцовщика и чувствовать танцовщика». Вот поэтому мне кажется, что именно аккомпанемент танцовщику – это вот какое-то определенное искусство. Во всех интервью вы с особой теплотой отзываетесь о легендарной Альбине Баевой. Ну, я же говорю, это, в общем-то, мой наставник, можно сказать, что я вот, окончив училище, мальчишка, вышел на профессиональную эстраду, на профессиональную сцену, и вот именно попав в такие жесткие, можно сказать, руки, жесткие и правильные, буду говорить так, как Альбине Баевой. И поэтому я всегда отношусь к ней с теплотой и любовью. В общем-то, она меня научила, как себя правильно вести в искусстве, как чего-то достигать, добиваться. И даже могу сказать такой небольшой секрет, когда совсем плохо бывает в жизни, когда очень тяжело там, в какие-то моменты в искусстве, вы же знаете, искусство – это непростая штука. Я приезжаю к ней на могилу с цветами и прошу: Альбина, асбирахтам бахарн мабавас. Это правда. Аслан, вы умудрились с успешной концертной деятельностью выучиться еще на экономиста, юриста, филолога, продюсера. Думаю, больше ни один музыкант не может похвастаться этим. Я всегда любил учиться, потому что вот лишнее время я больше предпочитаю заниматься, чего-то новое познавать, изучать.
У меня грандиозная библиотека, даже техническая библиотека, которая, наверное, очень редкие книги. Всегда подарком, когда я бывал в Москве, когда в Плехановской академии учился, великий подарок для меня был, всегда все поражались, что я бежал в такие тогда очень модные магазины Москвы книжные и покупал прям стопками литературу. Мне очень нравится постоянно чем-то заниматься определенным, помимо искусства. Аслан, у вас очень много дуэтов с известными исполнителями нашей республики. Можете назвать из них самые удачные проекты? Очень мне нравится сотрудничать со Светланой Медоевой, с Аллой Хадиковой. Начинал вообще свою творческую деятельность, тогда еще в ансамбле «Арт» и параллельно в музыкальном лектории Государственной филармонии. И тогда я делал программы, прям концертные программы, не 2-3 номера, а прям концертные программы с Анатолием Тавитовым, ныне покойным, с Милей Салаговой. Это вообще с ней был когда-то курьез, когда впервые я вышел с ней на сцену. Я вообще от волнения, без репетиции, вернее, нужно было. Альбина Владимировна попросила: Асланчик, вот надо немедленно, быстренько сориентироваться, аккомпанировать. Я от волнения дал вообще другую тональность. Как я вообще, наверное, этот 17-летний пацан, как выжил, это было удивительно. Ну, справился, скажем так. Аслан, какое произведение вы подарите нам сегодня? Я очень люблю вот такую фольклорную музыку. И немножечко я ее привожу в такой, модернизирую современный стиль. Но настроение мне придает Ханта Сахт, танец Остинских князей. Ну, тогда просим вас на сцену. Не вопрос.